Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан сараптамалық дөңгелек үстелімізді бастаймыз. Бүгін Қазақстан халқына қорының жаңа қайырымдылық бағдарламаларымен танысатын боламыз. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады снова приветствовать вас в стенах информационной площадки Службы центральных коммуникаций. Также приветствуем тех, кто подключается онлайн. Итак, сегодня мы будем презентовать новые благотворительные программы Фонда Казахстан халқына. Для начала позвольте представить наших уважаемых гостей. Председатель общественного фонда Казахстан халқына Булат Жамишев, заместитель председателя общественного фонда Казахстан халқына Ляззат Чингисбаева, учредитель общественного фонда имени Карабекова Агабека, руководитель медицинского центра Роза Карабекова. Также у нас в гостях президент общественного фонда Батыр Боламан Арман Вахаб, руководитель компании ТО Эмбионикс Маулен Бектурганов, амбассадор благотворительного фонда Сайберфонд Тимур Акимиев, также руководитель Центра по подбору технических средств реабилитации ТО «Фармас» Мадина Ибрагимова, исполнительный директор ТО «Медики Интернешнл» Самат Сортов, директор корпоративного фонда «Камқорлық қоры» Арайлым Еркинова, заместитель директора корпоративного фонда «Камқорлық қоры» Гульмира Абельдинова, также заместитель директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан Олжас Искаков. Құрметті спикерлер, барлықтарыңызды ақпараттық алаңымызда көргенімізге қуаныштымыз. Болат мырза, алғаш сөз күн өзіңізде, мархамат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, журналистер. Қазақстан халқына қоғамдық қоры ай сайындағы дәстүр бойынша брифингте сіздермен кездесіп отырады. Бүгін біз сіздерге алдағы уақытта жүзеге асыратын бағдарламалар мен жобалар туралы айтып береміз. Біз емес, біздің серіктестеріміз өз жобалармен таныстырады. У нас сегодняшний формат брифинга, он отличается от всех предыдущих. Сегодня мы пришли с нашими партнерами, с руководителями, учредителями благотворительных организаций. В основном не только благотворительные, но я об этом скажу еще дополнительно. И фонд Казахстан халқына заявлял, что мы будем работать в основном как фонд фондов. То есть мы будем поддерживать инициативы благотворительных организаций, которые показали свою эффективность. Благотворительность в нашей стране началась не с фонда Казахстан халқына. У нас много меценатов, у нас много благотворительных организаций. Все они занимаются очень полезной, нужной для общества работой. И те проекты, которые являются эффективными, которые требуют того, чтобы их тиражировали, развивали в нашей стране, мы, фонд Казахстан халқына, выстраиваем партнерские отношения и помогаем это делать. На самой первой встрече в этом зале я говорил, что лицом нашего фонда будут наши партнеры. И вот сегодня мы демонстрируем много новых лиц, лиц в рамках этого нашего партнерства. Они все известные, в общем-то, люди. И вот приступим к обсуждению, рассказу о тех проектах, которые мы реализуем совместно с фондами. О первом проекте я расскажу сам. К нам поступило всего где-то 1500 заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях. И мы думали, каким образом нам им помочь. И было принято решение, попечительский совет утвердил эту программу, была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ, из малообеспеченных семей, те, кто испытывают сложности с оплатой обучения. Этот контингент не только, скажем так, связан с финансовым положением. Дети-сироты, дети-инвалиды, все могут претендовать на этот грант.
по 3 гранта на каждый вуз, который с Министерством образования работает по грантовым программам за счет бюджета. То есть этот абитуриент должен как минимум набрать балл, достаточный для получения государственного гранта, но в силу того, что желающих больше, чем государственных грантов, то в этом случае для тех, кто соответствует вот тем критериям, которые мы отрабатываем в настоящее время с руководителями высших учебных заведений, они будут иметь право получить этот грант. Я уже сказал, что по 3 гранта на вуз у нас 85 вузов по программе бакалавриата взаимодействуют с Минобром по системе государственных грантов. Кроме того, 100 стипендий мы учредили уже для обучающихся в вузах, те же критерии нуждаемости, но этих будут кандидатов отбирать уже благотворительные организации, которые работают в этой сфере, которые, в общем-то, известны студенческой молодежи, которые занимаются благотворительностью в сфере образования, предоставляя образовательные гранты, стипендии. Вот мы, сотрудничая с ними, будем финансировать соответствующие гранты. Вся эта информация, о которой я говорю, в скором времени, в течение 2 недель, будет размещена на сайте фонда. Бюджет программы на текущий год до 378 миллионов. И понятно, что он ежегодно будет расти, потому что бакалавриат в среднем 4 года обучения. Следующая программа, о которой я хотел бы сказать, это обеспечение инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи 14-29 лет с инвалидностью. Сегодня День защиты детей, и далее из наших презентаций вы услышите, что значительная или основная часть наших проектов – это все-таки благотворительная помощь детям, нуждающимся детям по разным обстоятельствам, по здоровью, по социальным всяким обстоятельствам. И я хотел бы по данному проекту предоставить слово Мадине Ибрагимовой, руководителю Центра по подбору технических средств реабилитации ТО «Фармас». Именно эта организация определяет, туда обращаются нуждающиеся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, и они определяют необходимое оборудование. И далее выступит Самат Сортов, исполнительный директор ТО Medicare International. Это та компания, которая уже работает по заявкам детей и молодых людей, которые нуждаются в протезно-ортопедическом обеспечении. Пожалуйста. Добрый день. Благодарю за предоставление слова, Булат Бидахметович. Я хочу сказать, что мы рады сотрудничать с фондом «Казахстан халқына», потому что международный протезно-ортопедический концерн «Оттабок» с этого года будет работать совместно с фондом по предоставлению высококачественных протезно-ортопедических изделий. Когда мы работали над этим проектом, мы старались смотреть на этот проект не просто как на проект, а смотреть на эту задачу глазами наших пациентов. Эта задача является из фонда, потому что задача не просто обеспечить протезами, а обеспечить мобильность человека, включить его в активную социальную жизнь и, естественно, улучшить качество жизни. В работе мы применяем самые высокотехнологические протезы, потому что компания «Оттабок» уже имеет 100-летний опыт работы. В Казахстане мы официально работаем с 2019 года, изготавливаем все виды протезов, начиная от простых пневматических до сложно-технологических. Это электронные модули, бионические, спортивные протезы. Поэтому мы надеемся, что в рамках нашей работы мы сможем обеспечить многих детей и наших молодых людей высококачественными протезами. Спасибо. Самат, пожалуйста. Здравствуйте.
Я являюсь руководителем компании Medicare International. Она основана в 2016 году. На сегодняшний день мы изготавливаем протезно-ортопедические изделия всех видов, то есть начиная от пальцев, заканчивая ноги, руки, ортопедическую обувь, то есть все. И комплектующие мы собираем протезно-ортопедические изделия из комплектующих ведущих брендов, там Протет, Колледж Парк и другие комплектующие. На сегодняшний день мы уже в рамках нашего партнерства уже изготовили определенное количество изделий. То есть ранее, если пациенты, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, не знали, что на территории республики можно получить действительно качественные изделия, они ездили в другие страны, то вот, благодаря фонду, благодаря социальным сетям, они видят, что действительно в Казахстане есть местный производитель, который производит изделия, ничем не уступающие иностранным, скажем так, производителям. Все. Спасибо. Вот благодаря этим людям инвалиды, дети, молодежь, они могут обрести совсем иное качество жизни. Протез – это не просто там возможность ходить или возможность манипулировать там кистью, новой механической кистью. Это новое качество жизни для молодых людей, которые в силу обстоятельств нуждаются в такой помощи. Это, наверное, самое важное. И следующий проект – программа обеспечения роботизированными средствами, экзоскелетами детей со сложными видами инвалидности. Я слово предоставлю Маулену Бектурганову, руководителю компании M-Bionics, и Тимуру Акимееву, амбассадору благотворительного фонда Киберфанд. Но прежде чем они возьмут слово, от себя добавлю, что мы были приятно удивлены, что в нашей стране по экзоскелетам есть компания, которая не просто собирает их, допустим, из каких-то импортных частей, они много комплектующих изготавливают сами. Программное обеспечение для экзоскелетов написали сами. Экзоскелет – это помощь детям, которые обречены к неподвижности, и дает им шанс почувствовать в этой жизни себя совершенно иначе. Пусть с помощью экзоскелета, но они начнут ходить. Есть импортные экзоскелеты, которые достаточно массивные, большие, дети их поднять не могут. Эту программу мы поддержали, потому что это экзоскелеты для детей, облегченные. На сегодняшний день мы эту информацию, так скажем, собирали. Все-таки по импорту, если даже кто-то там за большие деньги покупал, это были все-таки экзоскелеты для взрослых, не для маленьких, слабеньких детишек. Пожалуйста, Маулен. Здравствуйте, наша компания работает с 2017 года. Мы занимаемся именно отечественным производством средств реабилитации, занимались производством бионических протезов, недавно начали производство отечественных экзоскелетов по собственной конструкции. Экзоскелет необходим для детей с проблемами локомоторных функций, то есть различные диагнозы спина бифида, ДЦП, паралич. Мы делаем экзоскелеты индивидуально, то есть по особенностям детей, их росту. На сегодняшний день мы приняли уже 4 заказа, уже начали работу по изготовлению экзоскелетов ног для детей. И в ближайшее время завершим для 4 детей экзоскелет. Қазір Мадина ханым, сұрақ-жауап бөліміне көшкенде сұрақ қойсаңыз. Тимур. Здравствуйте. Спасибо, Владимир Александрович, за предоставленное слово. Благотворительный фонд «Киберфонд» действует уже 3 года, с июня 2019 года. Фонд является пионером
в области оказания помощи лицам, которые нуждаются в высокотехнологичных средствах реабилитации, либо лечении с применением высоких технологий. На текущий момент в фонде реализовано 2 проекта, которые работают. Первый проект – это тяговые, функциональные тяговые и бионические протезы рук, и второй проект – это экзоскелеты. Нашими подопечными на текущий момент являются люди с анатомическими особенностями, с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Вот. И по собственным расчетам фонда людей с теми или иными нарушениями опорно-двигательного аппарата насчитывается порядка 250 тысяч в Казахстане. Это значительная доля. Основными причинами инвалидизации, конечно же, являются врожденные пороги, а также различная травматизация. Конечно, все эти проблемы со здоровьем касаются не только людей, особенных людей, а также окружающих их лиц и государства в целом. Потому что в первую очередь за человеком с анатомическими особенностями необходим уход, что в свою очередь вырывает из социально-экономической жизни, как это часто бывает, члена семьи. Также в отсутствии социализации непосредственно сам человек не участвует в воспроизводстве ВВП, что в свою очередь, конечно, несет значительные потери для экономики Казахстана. В 90% случаев наш фонд оказывал помощь в приобретении высокотехнологичных средств реабилитации посредством народного финансирования, то есть мы осуществляли сборы. Но, однако, в текущий момент мы наблюдаем спад активности населения в части оказания благотворительной помощи, в связи с чем мы были очень рады услышать, когда узнали об инициативе нашего президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича об образовании фонда Казахстан халкына. Это своевременное, правильное и необходимое решение. И в марте текущего года нами было принято решение обратиться в фонд Казахстан халкына. Мы написали необходимый проект, заявление. Вся информация находится на сайте Казахстан халкына. И подали. Так, по решению фонда Казахстан халкына было принято решение оказать благотворительную помощь подопечным нашего фонда. И уже профинансировано, как было уже ранее сказано, 4 экзоскелета. Спасибо. Следующая проблема, которой фонд Казахстан халкына начал заниматься, она решает следующие задачи. В силу того, что в нашей стране нет эффективного скрининга новорожденных детей, офтальмологического скрининга новорожденных детей, то возникает проблема, что недоношенные дети с ретинопатией, то есть с недоразвитыми органами зрения, есть риски, что они могут остаться слепыми. Это приведет к инвалидизации, ко всем прочим последствиям. Раннее выявление этих признаков очень важно. Ни один перинатальный центр, в который поступают недоношенные дети, не должен пропустить ни одного ребенка с признаками ретинопатии. Но для этого нужно соответствующее оборудование. Есть фонды, например, фонд АЭЛА, который обеспечивает перинатальные центры соответствующим оборудованием. Но фонд Казахстан халкына принял решение решить эту вообще проблему комплексно, целиком, чтобы все перинатальные центры, которых нет на сегодняшний день оборудования соответствующего, были оснащены, и чтобы в нашей стране просто из-за того, что какого-то новорожденного ребенка недоношенного не досмотрели, пропустили, с тем, чтобы он не стал инвалидом, эту программу решили запустить. Перечень организаций, которые требуется оснастить и каким оборудованием, мы получили от Министерства здравоохранения, это все-таки зона ответственности министерства. И стартовала эта программа. Но я
Тут назову сразу сумму. Да, что-то. Ну, сейчас мне подскажут сумму, я уж искать не буду. 163 миллиона, да, это программа. И слово я хочу предоставить представителю Министерства здравоохранения. Олжас, пожалуйста, вам слово. Рахмет, Болотбек Ахметович. Негізінен көтеріп отырған мәселе өте орынды. Біз денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылы осы скринингтік тексерулерге балаларға бұйрықты жаңарттық. Жаңадан бұйрыққа қосымшаларын енгіздік. Сол бұйрықтың нәтижесінде қазір балаларға 5 түрлі скрининг жүргізіледі. Соның бірі осы шала туған балаларда ретинопатия недоношенных дейді, яғни соқырлықтың алдын алуға жүргізілетін скрининг. Бүгінгі күнде бізде елімізде жылына 400 мың үстінде бала туылады. Соның 20 мыңға дейіні осы шала туылған балалар болып табылады. Соның 20 мыңның ішінде біз 500 грамм мен 900 грамм арасында, яғни критический салмағы критикалық төмен балдарда осы скринингті жүргізу керек. Біз 21 жылы біз осындай 6500 балаға скрининг жүргізсек, сол балдардың ішінен 273-үне сол мезетте ота жасап, соларды соқырлықтан алдын алып қалдық. Енді дегенмен де әлі бұл мәселе бар. Бұл мәселеде проблемалар да бар. Сондықтан біз Қазақстан халқына бірлесе отырып, барлық өңірлерден, яғни біз 14 өңірден 30 медицина ұйымына осы қондырғыға қосымша сұраныс алдық. Бұл сұраныс нәтижесінде бізде 100% барлық медицина ұйымдары осы скринингке қажетті құрал-жабдықпен жабдықталады. Бұл бір несі, бізде өңірленудің деңгейі, және перинатальдық орталықтардың қосымша ашылуы, жаңа екінші, үшінші деңгейлі ұйымдардың көбею есебінен біз барлық ұйымдарды осы қосымша осы құрал-жабдықтармен жабдықтап, әрбір шала туылған баланы осы скринингтік тексеруге қол жетімділігін қамтамасыз етеміз. Бұл Болотбек Ахметович айтқандай, өз кезегінде сол баланың болашағында мүгедектік болып қалуын алдын алатыны сөзсіз. Министрлік қосымша осы қондырғымен жұмыс істейтін мамандарды оқыту, дайындау мәселесін қатар алып жатыр. Рахмет. Следующий проект – это оснащение центров раннего вмешательства. Здесь мы выступаем партнером. Вместе с Самрук Казна Траст мы финансируем на паритетных условиях этот проект. 870 миллионов мы профинансируем на оснащение 13 городах центров раннего вмешательства. Центры раннего вмешательства – это центры, в которых детям, особенным детям, ну, в основном это вот с ДЦП помогают, ну, скажем, исключить какие-либо сложные последствия от их болезни, помогают начать двигаться, помогают начать ходить, выполнять, ну, раннее развитие, понятно, что там какие-то элементарные задачи, с тем, чтобы, несмотря на болезнь, эти дети не отставали сильно от своих сверстников, потому что, чтобы такие дети могли развиваться, не отставая от своих сверстников, это очень большой труд. Но для того, чтобы можно было эту задачу решить, нужно иметь соответствующие центры. И в нашей стране, следует признать, центров раннего вмешательства мало. Мы сейчас получаем на сайт, на наш портал дополнительные заявки по созданию таких центров, потому что мы сейчас говорим об областных центрах,
крупных городах, но у нас дети, родители, которые нуждаются в работе таких центров, они, понятно, что живут не только в областных центрах и крупных городах, поэтому эта программа, она будет иметь продолжение. Если конкретно говорить про эту программу, да, мы с Самрук-Казна Траст, почему мы подключились, потому что они не планировали, исходя из своего бюджета, обеспечить такой охват. Мы предложили охват сделать максимально возможным и в рамках этой программы, и подключились. Но создание таких центров невозможно было бы без фонда Камкорлык Қоры. Это наш партнер. Они уже создали такие центры, по-моему, 4, да? 7 центров. 7 центров таких создано. Они отработали методологию, ведь для того, чтобы эффективность такого центра проявилась, нужна соответствующая методология, соответствующее оборудование. Это не может быть случайный набор каких-то приспособлений и прочее. Это должно быть все очень четко в научном плане, в педагогическом, медицинском, во всех аспектах должно быть все отработано, и эту задачу выполнял этот фонд. Все это мы говорим о создании центров, которые перейдут на баланс местных исполнительных органов. То есть это, я сразу скажу, ни один из проектов не предполагает, что мы деньги даем фондам. Ни один вот из здесь все присутствующих и тех, которые не присутствуют, благотворительных фондов, не получают от нас ни копейки. Мы помогаем совместно реализовывать проекты. Но ни один тенге не идет через эти фонды. Если закупаем оборудование, идет напрямую поставщикам оборудования. Вот теперь я коротко сказал об этом проекте. Хочу предоставить слово Гульмире Абельдиновой, заместителю директора вот этого фонда Камкорлык Қоры. Спасибо, Булат Бидахметович. Вы все очень подробно рассказали уже о нашем проекте. Да, как вы знаете, что ежегодно возрастает количество детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в стране 95 тысяч детей, таких и ежегодно количество этих детей возрастает на 4-5 тысяч. И большинство из них нуждается в реабилитации. К сожалению, вот как вы уже сказали, Булат Бидахметович, количество реабилитационных центров в стране не хватает. И для того, чтобы восполнить как-то этот пробел, решить эту проблему, наш фонд Камкорлык Қоры совместно с правительством, с местными исполнительными органами, с фондом Самрук-Казна с 2020 года открыл 15 реабилитационных центров и 7 центров раннего вмешательства. Общий охват помощью в этих центрах составил 13 тысяч детей с нейроортопедическими и другими нарушениями. Но вместе с тем факт возрастания количества детей ставит вопрос о профилактике инвалидизации этих детей. То есть мы все прекрасно знаем, что чем раньше будет оказана помощь таким детям с первых месяцев жизни, тем больше шансов у ребенка смягчить имеющиеся нарушения, предотвратить новые какие-то нарушения, ну и вообще улучшить качество жизни этих детей и их семей. И в связи с этим мы представили свой опыт открытия центров раннего вмешательства, реабилитационных центров фонду «Казахстан Халқына». Поделились своей методологией, поделились своей моделью, механизмами реализации. И попечительский совет одобрил наш проект, и в рамках проекта Казахстан Халқына берет на себя софинансирование оснащения 13 центров раннего вмешательства. Я перечислю регионы: в Алматинской, Атыраускай, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и городах Алматы и Шымкент. Все закупаемое оборудование является одним из лучших существующих на рынке реабилитационного оборудования. Закупаться оно будет, как уже выше сказано, непосредственно у производителей в Германии, в Австрии, в Великобритании. И если не получится покупать непосредственно на заводах, мы будем покупать это у официальных дистрибьюторов.
как и во всех наших реализуемых нашим фондом проектах, акиматы берут на себя предоставление инфраструктуры, помещений, делают в них ремонты в соответствии с единым дизайном, в соответствии с единым брендбуком. Фонд Нурсултана Назарбаева берет на себя подготовку всех специалистов, которые будут работать с детьми. Это и врачебные, и педагогические кадры, и психологи. Для них мы подготовили программу обучения, курсы повышения квалификации, выездные семинары, обучение у зарубежных менторов. И функционирование этих центров, что очень важно было для членов попечительского совета фонда «Казахстан Халкына», это устойчивость проекта. И вот данный проект будет финансироваться после открытия, данные центры, государственные центры будут финансироваться за счет активов фонда медицинского социального страхования. И таким образом будет создана сеть центров раннего вмешательства, в которых ежегодно 7 тысяч детей получат шанс избежать тяжелой инвалидизации, получат шанс избежать социального сиротства, а их семьи улучшат качество своей жизни. Спасибо. И я попрошу вас остановиться еще также подробно на следующем проекте, который мы ровно по этой же схеме с этими же партнерами реализуем. Это оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Мы участвуем в оснащении 8 центров. Еще раз повторюсь, мы закупаем только оборудование, мы не финансируем никакие работы прочие, которые с этим связаны, обучение, прочее. И все это имущество переходит затем на баланс местных исполнительных, в коммунальную собственность. Но вот проблема аутизма – это достаточно актуальная и с каждым днем становящаяся все более такой важной для решения проблемой. И, скажем так, есть большие дискуссии относительно методик работы вот таких центров, но без создания самих центров, без инфраструктуры никакую методику там отработать нельзя. Поэтому мы исходим вот из того опыта, который уже имеется у фонда Камкорлук Қоры, и мы также готовы поддержать вот эту инициативу по созданию 8 центров. Пожалуйста. Спасибо. Слово вам. Да, корпоративный фонд Камкорлук Қоры приступает к совместной реализации проекта по открытию и оснащению 8 центров дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. В рамках данного проекта будут открыты центры в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях и городах Алматы и Шымкент. Центры будут государственные, находиться они будут в системе социальной защиты населения. Планируемая дата открытия данных центров примерно сентябрь-октябрь текущего года и март следующего года. Проект осуществляется также при поддержке правительства, местных исполнительных органов. Так, например, Министерство труда и социальной защиты берет на себя координацию работы соответствующих управлений в регионах по реализации данного проекта. Роль акиматов заключается, как и в предыдущем проекте, в предоставлении инфраструктуры, то есть помещений, зданий, примерно 1500-2000 квадратных метров, находящихся в коммунальной собственности, и осуществление ремонтных работ в соответствии с единым брендбуком, то есть все центры будут абсолютно одинаково выглядеть и одинаково оснащены. Партнером по оснащению данных центров стал фонд «Казахстан Халкына». И, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить фонд, поблагодарить доноров, которые поддержали данный проект. И еще один фонд, который участвует, как уже сказал председатель правления, это наш давний партнер, фонд «Самрук Казна Траст».
В открытых центрах будет работать порядка 100 преподавателей, сотрудников, и они тоже нуждаются в обучении, и на себя обучение по 17 программам, по 17 курсам берет фонд Нурсултана Назарбаева, и обучение будет проходить в течение 2 лет. Содержаться и функционировать центры будут за счет средств местных исполнительных органов, как коммунальные государственные учреждения. Бенефициарами данного проекта являются дети с тяжелыми формами аутизма и другими ментальными нарушениями от 1,5 до 18 лет. Это дети, которые сейчас находятся вне помощи, это дети, которые сейчас находятся дома, или родители которых тратят огромные деньги на квалифицированную помощь. Хотя мы прекрасно знаем, если применять научно обоснованные методы, меры вмешательства, то у этих детей можно, конечно, значительно улучшить их социальное поведение, их коммуникативные навыки, и тем самым мы улучшим качество жизни самих детей и ухаживающих за ними. Поскольку впервые открываются вот такие центры, фонд Камкорлык привлек экспертов, которые изучили опыт мировой, которые переложили этот опыт на наши реалии, да, на местные, которые переложили этот опыт на наше законодательство и составили концепцию функционирования этих центров. Данная концепция предполагает описание методологии полностью, начиная от формата обучения, программ обучения, оснащения, штатного расписания и так далее. То есть это получился готовый документ для функционирования центров. И вот этот проект в таком виде мы презентовали фонду Казах Халкана и получили одобрение. И я надеюсь, что открытые 8 центров для детей с аутизмом и ментальными нарушениями окажет огромную поддержку семьям, воспитывающих таких детей. Спасибо. Следующий проект – это программа по оказанию медицинской помощи детям с сосудистой патологией. Ну, фонд наш достаточно активно работает в сфере здравоохранения, закрывая те проблемы, которые на сегодняшний день не решаются государственной медициной. Есть сосудистые заболевания, которые имеют значительные последствия для людей, но тем не менее они не включены ни в гарантированный объем, ни в страховой объем. Люди обращаются в медицинские центры для того, чтобы им оказали помощь, но не у всех есть возможность эти услуги оплатить. И фонд Казахстан Халкана принял решение оплачивать эти услуги молодым людям до 18 лет с диагнозом гемангиома и социально уязвимых групп населения. Это дети с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети из неполных семей, дети из малообеспеченных семей, дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, у которых один из родителей имеет инвалидность. То есть я так понимаю, что все это в процессе, и надеюсь, что все эти услуги, которые медицинские оказываются клиникой, которую возглавляет Роза Карабекова, я ей сейчас передам слово, они будут включены там или в гарантированный, или в страховой объем. Но на сегодня это все платно, и мы помогаем тем, кто нуждается в помощи. Спасибо. Вам слово. Общественный фонд имени Карабекова Габека работает уже более 5 лет. Также имеет свой социально-медицинский центр и работает в 3 направлениях. Первое направление – это медицинское, это оказание консультативной медицинской помощи детям из социально уязвимых групп. Второе – это направление благотворительность. Мы постоянно на регулярной основе оказываем бесплатные консультативные дни с привлечением специалистов. И третье наше направление – это социальное предпринимательство. У нас работают женщины с особыми потребностями. За весь период своей работы мы оказали консультативно-диагностическую помощь более 1500 детям.
из которых 494 ребенка являются дети с инвалидностью. За этот период мы организовали 14 международных мастер-классов, в рамках которого проводили обучение наших отечественных специалистов, а также сами самостоятельно проходили стажировки непосредственно с нашими партнерами. Вот, на данный момент в рамках данного проекта будет охвачено 128 детей в возрасте от 0 до 18 лет, соответственно, из социально уязвимых групп. И на данный момент, так как проект уже начат, у нас зарегистрировано 21 ребенок, и мы охватываем почти все регионы Республики Казахстан. Вот. Спасибо. Спасибо. Касым-Жомарт Кемелович, когда, в общем-то, излагал в своем выступлении концепцию фонда «Казахстан халқына», он говорил также о том, что нужно этому фонду «Казахстан халқына» работать в направлении, чтобы возможности для молодежи занятия спортом, они расширялись, поскольку не везде такие возможности есть. Особенно это касается сельских населенных пунктов. И в наш фонд обратилась группа молодых людей. Они создали общественный фонд «Батыр боламын». Уже оснастили 13 спортивных залов, при этом оснастили не за счет собственных средств, а привлекая различных доноров. И они к нам обратились с программой: давайте сделаем 100 спортивных залов, там в течение 2-3 лет эту программу реализуем. Мы согласились на следующих условиях. Мы сказали, что ремонтом залов мы заниматься не будем. Вообще фонд не будет заниматься строительством, ремонтом. Если ни местные исполнительные органы, ни местный бизнес не могут отремонтировать спортивный зал, значит, он никому не нужен. Если, опять же, местные бизнесмены, местные исполнительные органы не могут найти тренеров для этого зала, значит, зал тоже никому не нужен. Мы оснастим только те залы, которые будут отремонтированы, в которых будет гарантировано, что как минимум в течение 5 лет будет бесплатно, смогут заниматься дети, молодежь, что там будут тренеры. Кроме того, мы попросили эту программу 100 спортивных залов предусмотреть еще для особенных детей, чтобы было оборудование, залы. В этом направлении они начали работать, потому что это тоже требует там методической проработки, какое оборудование для особенных детей в залах устанавливать, кроме того оборудования, которое для обычных детей и молодежи. И в этом году они предложили 24 зала оснастить вот на тех условиях, на которых мы сказали. Он будет отремонтирован, он будет бесплатно функционировать для молодежи, и значит, тренеры будут там тренеры. Мы поддержали эту программу. Все эти залы исключительно в сельской местности, и программа 100 залов также будет реализована исключительно в сельской местности. Ну вот, я слово передаю Арману Ахапу, президенту общественного фонда «Батыр боламын». Рахмет, Болатбек Ахметұлы. Батыр болам қоғамдық қоры 2018 жылдан бастап қызмет етіп жатыр. Қазіргі таңда 13 ауылда спортзалдар аштық. 1000-нан астам бала тегін дайындалып жатыр. 16 жаттықтырушымыз бар. Біздің ұсынысымызды Қазақстан халқына қоры қабыл алып, қазіргі таңда 24 залдар жоспарлап жатырмыз. Ол Қазақстан Республикасының 8 облыстың ауылдарында жалпы сомасы 183 миллион 623 мың теңге тұрайтын жобаның бастамасы. Бұл жерде 15 мыңға дейін жуық балалардың тегін спортпен айналысуға болады. Ол күрес түрлері, бокс, гимнастика, теннис, тағысын тағы, сол ауылдың балалардың сұранысы бойынша, және де сол ауылдағы жаттықтырушыларға байланысты осындай спортзалдар ашып жатырмыз. Жоспарымыз осы жобаның жалғасы республикалық жобаға ұласып, Қазақстан бойынша 100
спортзал ашу және де әр ауылдың жаңағы азаматтары, кәсіпкерлері осы жобадан тыс өзінің ауылына спортзалдары, спорт алаңдарын ашу біздің балаларымыздың сол спортпен баулу мақсатында осындай жобаның жалғасын көріп отырмыз. Енді бұл спорт тек жаңағыдай күш қана емес, оның артынан жаңағы платформа құрап, сол біздің жаттықтырушыларымызға ыңғайлы бір сабақ алатын, одан өзінің кәсіби дәрежелерін ұлғайтатын сондай бір платформа ретінде қарастырып, біздің жаттықтырушыларға қосымша кәсібилерін жоғарту мақсатында жұмыс атқарамыз. Тағысын осы 100 спортзал Қазақстанның барлық ауылдарында спортзалдар жоқ және немесе спорт аз қамтылған ауылдарға жоспарлап жатырмыз. Ғимараттардың бәрі жергілікті әкімшіліктер бізге ұсынады, тегін. Жаңағы айтып кеткендей, ішіндегі құрылыс жұмыстарын кәсіпкерлер арқылы, жергілікті халықтың арқасында және де сол жердегі жаттықтырушыларға үкімет тарапынан бірлесіп жалақыларын қарастырып жатырмыз. Тағы да өз атынан, қор атымыздан Қазақстан халқына қорын алғыс айтамыз. Осы жобамызды қолдап, және де осы жобамыз арғарай үлкен республикалық жобаға ұласатынына сенімдіміз. Рахмет. Рұқсат болса, тағы бір бағдарламамыз бар. Тұсаукесер деген өзінің сондай жақсы бір аты. Жалпы оны Жас жауынгер деген қор бар. Оның бірінші басшысы өзі де және тренер Садық Байымбетов деген, ол кісі бір үлкен мероприятие жасап, бүгін сол жерде жүр балалармен. Енді ол біздің марқұм Жақсылық ағамыздың өзінің спорт кешенінде күнделікті аптасына әр күн сайын өткізіп жатқан өзінің, айтады ғой, жалпы мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған спорттық кружок дейміз. Өйткені ол жерде көптеген аналар бар, мүмкіндіктер шектеулі балаларға осындай бізге кішкене баратын, балаларды алып баратын кружоктар жоқ дегендей. Барып көрсеңіздер болады, ол жерде кішкентай балалар өздерінің болашақ осы паралимпиец болам, чемпион болам деп сондай ұмытылып, өздері барып тегін әр күн сайын спортқа өзі тартылып дамып жатқан мәселені қуана қатысып жатыр. Ата-аналар да қуанып жатыр, өйткені жақсы әсер береді балаларға, өздерінің кішкене социализация, өйткені оның өзінің сондай бір керекті екенін осы қоғамға сезінеді дейді. Кішігірім өздерінің спорт, өздерінің чемпионаттар өтіп жатады, ол жерде кубоктарын алып жатады. Енді осындай жақсы жоба болған соң, ата-аналардан ұсыныс болған соң, осы жақын арада осы Қазақстанымыздың 5 өңірінде жалпы осындай тиражирование етеміз ғой, осы бар опытты сол жаққа да жеткізу. Енді ата-аналар күтіп жатыр, тізімдерін өздері жасап жатыр. Жалпы Садық Байымбетов 5 өңірге барып, бар спорт кешендермен кездесіп, басшылармен ол жерде келісім шарттарға отырып, өздерінің тренерларын бәрін іріктеп, өйткені тренер жай тренер емес, ол өзі реабилитологтар бар арасында, оның бәрінің өзінің методологиясы бар, өйткені әр жобаны жасау алдында бізде біраз сарапшылармен ақылдасамыз. Осындай жақсы жоба, жалпы оның бюджеті 37 миллионнан аса. Енді ол жерде енді анандай басқа шығындары жоқ, тек қана сол тренерлардың өздерінің жалақысы болмаса, қалғандары жалпы көп нәрселер тегін болады. А жалпы балаларға ол кружоктар тегін. Енді жаңағы бүгінгі барлықтарыңыз осы біздің 9 бағдарламамыз, жобаларымызды тыңдап отырып, біздің серіктестерімізді көріп отырсыздар. Жалпы бүгінгі ниет осы, халық тек қана Қазақстан халқына қандай жоба жасап жатыр емес, қандай қаражат бөліп жатыр емес, ол жобаны кіммен бірге жеткізеді, кіммен бірге жасайды дегендей. Осы жобалар кейбіреуі жаңа емес, бізде үкіметтік емес ұйымдар, олар өз тарапынан
жылдар бойы жасап жатқан жобалары, бірақ әлеуметтік жақсы қорытындысын беріп жатқан жобалар. Біздің серіктес болу үшін ол өзінің саласында мықты болу керек. Компания болғанда сол жалпы бізде қорлар. Және де өзі біздің айтамыз ғой, жаңа жас өнім шығарып жатқан компаниялар, өзіміздің қазақстандық. Өйткені өнімдеріміз жалпы өзіміздің жобаларымыз бізде көп нәрселер жасалып жатыр, бірақ көп өңірлерге жетпей жатыр. Қазақстан халқының басты мәселесі қорымыздың осы жақсы жобаларды аудандарға, ауылдарға, облыс орталықтарына жеткізу. Жаңағы сіздер естіп тыңдап жатқан жобалардың барлығы бүкіл Қазақстанның жалпы осы ата-аналардың қамқорлығы қалған және де мүмкіндіктері шектеулі балалар, жастар, әлеуметтік жағдайлары төмен сол категорияға арналған. Бұл жерде осы категориялар барып, осы қызметтерді алғанда ешқандай ақша қаражат төлемейді бізге. Жалпы жобалардың барлығы оларға қолжетімді болу керек. Бүгінгі таңға қарағанда 39 мыңға жуық өтінімдер түсіп жатыр Қазақстан халқынан, Қазақстан бойынша. Әр сайын жалпы 1,5 мыңға жуық өтінімдер түседі. Оның барлығын біз қарап шығу емес, бұл сұрақтарды системалық түрде шешу. Осы системалық түрде шешу мәселесі осы жобаларды туындады. Ол жайдан жай біреудің басына кіріп шығып жатқан жоба емес, осы халқымыздың сұранысы бойынша топталған өтінімдер және де соның қорытындысынан шыққан жобалар. Енді сіздер жаңағы естіп жатырсыздар, ауылдарда спорт, балалар қазір өздері каникулға шығып жатыр. Спорт кешендері жақсы болып жатса, қолжетімді болып жатса, тегін болып жатса, біздің балалар сол жаққа барып, 10 баланың ішінде біреуі Қазақстанның туын көтеретіндей басқа шет мемлекеттерде ондайға біз сенеміз, өйткені біздің серіктестеріміз мықты. Және де жаңа ең бірінші айтып жеткен гранттар мәселесі, ол біздің ауылдарда, аудандарда тұрып жатқан жастарымыз мектептерді бітіріп жатыр. Жалпы мемлекет тарапынан мемлекеттік гранттар бөлініп жатыр. Бірақ біз өзі барлық университеттердің ректорымен Zoom арқылы кездесу өткіздік. Ол кісілерде қуанып жатыр, өйткені жалпы грантқа бір жарты балл жетпей жатқан балалар да көп дейді, олардың да мүмкіншілігі болатын болды ғой деп. Және Болат Бедахметұлы айтып кетті, 1,5 мыңдай ата-аналардың да жас студенттердің де өтінімдері болған. Осы оқып жатып едім, жұмыс істеп жатып едім, қазір жағдайымыз болмай қалды, оқу ақысын төлей алмай қалдым дегендей. Осындай біздің жастарымыз оқып, дипломдарын алып, ары қаратай өмірлік жолға шығатын мүмкіншілік болсын деп осы бағдарламаны да жасадық. Қарасаңыздар, бүкіл бағдарламалар балаларға, нәрестелерге, жалпы жастарға арналған, өйткені біздің басты мәселеміз мемлекетімізде осы категория өзінің жолын тауып, социализацияға кіріп, өмірлік басқа көзқарастарын ауыстырып, ары қаратай дамып жатса, біз соған қуанамыз. Жабдықтар, құрал жабдықтар барлық орталықтарға шет мемлекеттерден алып келінеді. Ең жаңа және технологиялар дамып жатқан, біз айтып жатырмыз, көптеген мәселе реабилитацияда бар, шетелге жіберіңіздер дейді. Ол бір-ақ рет баратын нәрсе емес. Реабилитация, мысалы жаңа аутизмді айтсақ, ол жылында 3-4 рет баратын кем дегенде мәселе. Оның арасында 1-2 ай мерзім демалысы болу керек. Ары-бері ана мен бала ұшып жүру ол мүмкін емес. Ол жерде 1-2 апта тұру да мүмкін емес шетте. Сол үшін біз сол шетелдегі құрал жабдықтарды бері алып келіп, осы мықты серіктестермен осы аутизм мәселесінде шешсек деп осындай бағдарлама жасап жатырмыз. Жалпы қорытындысын айтып кетейін дегенім осы. Енді әр бағдарлама, әр жаңа жоба сіздердің алдарыңызға шыққанда әріптестер, серіктестерді шақырамыз, өйткені сіздер көрулеріңіз керек. Кім арқылы, кіммен бірігіп біз осы жақсы жобаларды халыққа жеткіземіз. Рахмет.
Көп рахмет. Негізі айта кетейін, регламенттен көп ауып кеттік біздер. Баяндама уақыты 15 минуттен артық болмау керек еді, бірақ сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңыз өте қазіргі уақытта орыс тілде айтсақ уникальный десек болады, я. Спасибо всем нашим спикерам за презентацию ваших всех программ сегодняшних. Я думаю, вы предоставляете уникальную возможность для наших детей прожить счастливую жизнь. И я думаю, что это символично, что вы сегодня, в День защиты детей, выходите у нас на нашей площадке. Поэтому я прошу понять и простить наших спикеров, наших представителей средств массовой информации. А теперь мы переходим к сессии вопрос-ответ. Сонымен, құрметті әріптестер, алғаш болып Әйгерім Уммат, информбюро KZ-тен өз сауалын қояды. Әйгерім, байланыстасыз ба? Добрый день. Здравствуйте, ваши вопросы. Мой первый вопрос к Булату Бидахметовичу по поводу заявкам фонда «Казахстан халқына». Вот как мы знаем, что дорогостоящие лекарства предоставляете детям, но, к сожалению, вот в Костанае был случай, что ребенок в марте получил одобрение на препарат, и спустя 2 месяца до сих пор его не получил. Вот нам в фонде уже ответили, что в середине июля, скорее всего, июня получит ребенок препарат. Ну вот, можно узнать, будете ли вы как-то устанавливать сроки, может быть, потому что дети могут просто не дождаться. 2 месяца – это при сложных заболеваниях очень большой срок. И в будущем, может, вы планируете как-то ускорять процесс через временную регистрацию лекарств, как это было с вакцинами от коронавируса? Ну, фонд как покупатель лекарств для орфанных больных и не только орфанных, ну, на рынке появился вот только сейчас. Мы все это время вели активные переговоры с производителями, с тем, чтобы там, везде, где есть возможность иметь прямые поставки от производителей. Эти переговоры, ну, по сути, активизировались в апреле месяце по одной простой причине, что для производителей, которые не видели финансовую отчетность фонда, непонятно вообще, что это за организация, поэтому значительные задержки были с ответами от наших потенциальных партнеров, у которых мы должны были приобретать эти лекарства. И это вот одна причина. Далее достаточно долгий процесс. После того, как мы были созданы, у нас вообще был достаточно долгий процесс формирования списков тех, кому мы должны купить лекарства. Ведь у нас с Министерством здравоохранения, с местными исполнительными органами была договоренность о том, что мы покупаем лекарства только по тем детям, которые по каким-либо уважительным, понятным причинам, то ли они переехали с места на место, то ли болезнь была выявлена позже, не были охвачены бюджетным, пусть это будет республиканский или местный бюджет, финансированием. И выяснение списков все-таки, кого фонд должен финансировать, оно продолжается до сих пор, но в целом мы с этим контингентом определились. Этому способствовали и еще другие наши партнеры, это вот пациентские организации, фонды, которые работают непосредственно с населением, с родителями этих детей. Ну и плюс мы определились, что с нашим партнером, в данном случае по галогерсену у вас был вопрос, у нас будут осуществляться закупки через фонд, это не фонд, СК «Фармация», как специализированную структуру, потому что, опять же, мы не являемся специализированной структурой по закупу лекарств. То есть организационные моменты, они до сих пор присутствуют.
И ну, буквально мы отрабатываем с СК-формацией ну, изменения вот этих, обсуждаем изменения наших протоколов взаимодействия, потому что действительно сроки затягиваются при рассмотрении договоров. Я в данном случае ну, абсолютно никого не критикую, я просто объясняю, что действительно на стадии отработки всех процессов мы достаточно теряем много времени, все и наши партнеры, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому я полагаю, что вот этот организационный период становления нас как нового покупателя на рынке, который до сих пор, которого на рынке просто не было, которого ни один производитель лекарств в мире, с учетом того, что мы все-таки крупный, становимся по ряду препаратов крупным покупателем, о нас знать не знали. Эти проблемы существуют, и я полагаю, что ну, вот сейчас, скажем так, на стороне фонда каких-то неотработанных договоров нет. Все эти договоры уже на стороне производителей, продавцов. Мы ожидаем, что это будет быстрая обратная связь от всех наших партнеров, и мы начнем вот в этом месяце уже исполнять достаточно быстро все те обязательства, которые на себя взяли. Ну, я вот в общем ситуацию обрисовал, не ударяясь, не уточняя там, по конкретным препаратам, по конкретным фамилиям и так далее. Спасибо. Спасибо. Получается, можно сказать, что в будущем как бы срок ожидания сократится? Я полагаю, что именно так, потому что у нас ну, пришли ответы от целого ряда производителей с готовностью работать с нами по прямым контрактам. Они сейчас по ряду препаратов там предлагают нам свои условия, сроки. И я думаю, что вот когда эта часть организационная будет завершена, а она на стадии завершения, дальше будет уже просто техника. Большое спасибо.